И в 16-м году тут рожала, и вот вчера тут родила. Гузель Хафизова до последнего не знала, где родит своего второго малыша. Как говорит женщина, летом будущие мамы обсуждали, единственный Вознакаева роддом может закрыться. Если бы закрыли роддом, поехала бы, наверное, в Альметьевск, но мне бы неудобно было, так как у нас машины нету. Здесь у нас лучше уж. С 2017 года в республике родильные отделения закрылись в 10 районах. Получается, в каждом 4-м. Оптимизация затронула Муслюмово, Апастово, Верхний Услон, Рыбную Слободу, Кайбицы, Камское Устье, Новошишминск, Черемшан и Мамадыш. В этом году без родильных отделений остались жители Атни, Базарных Матак, Балтасей, Лаишева, Тетюш и Дрожжанова. Как сообщили в Минздраве, в год в них рождаются менее 150 малышей. В Вознакаево цифры другие. Здесь на учете в этом году стояли 460 рожениц. В районе родили только 200 из них. Большинство мам выбирают роддома и перинатальные центры в крупных городах. Мы с супругом искали даже место роддома. Были выборы либо Лениногорск, либо Альметьевск, либо Казань. Уже готовились к родам в Лениногорск, но у меня начались внезапные роды, и экстренно мы приехали сюда ночью. Как нам сообщили в ЦРБ, вопрос о закрытии родильного отделения Вознакаева не стоял и не стоит. Родильный дом наш со всеми структурными подразделениями внутренними работает в штатном режиме. Ни нашим учредителям, ни нами не поднимался и не возникал вопрос о том, что роддом Вознакаевского района может исчезнуть или быть закрытым. 2 неонатолога, 6 реаниматологов, потому что у нас многопрофильная больница. Они совмещают работу в родильном нашем отделении. Штат акушер-гинекологов довольно сильно, у нас опытных. В этом году в Вознакаево родились на 50 малышей больше, чем в прошлом. Но в целом по республике цифры за последние 10 лет говорят об убыли населения. К сожалению, вообще весь Татарстан находится в убыли населения. У нас, к сожалению, рождается меньше людей, чем мы теряем ежегодно. И Вознакаево тоже не исключение. Но надо сказать, что Вознакаевский роддом работать будет, это можно сказать с уверенностью, потому что населенный пункт достаточно большой, с большой численностью населения, это более 60 тысяч, если я не ошибаюсь. И там достаточно большое количество родов. Делаем УЗИ, устанавливаем срок. Работу в прежнем режиме продолжит и женская консультация. На первых месяцах здесь наблюдаются даже те беременные, которые планируют рожать в других городах. Консультация обязательно останется, поликлиническая служба останется. Я думаю, даже она укрепится. Но нам же не сказали, что нас закроют. Нам сказали старательно работать, чтобы не допускать материнской смертности, чтобы снижать младенческую смертность. Это наши основные показатели. Чтобы увеличивать рождаемость, чтобы вести какую-то профилактическую работу. Ни слова про то, что наш роддом закроется, еще не было. Сохранить единственный роддом – главная задача и для администрации района. Есть будет необходимость, мы даже готовы привлечь молодых специалистов. Мы готовы для этого помочь жильем, что мы и делаем. Вот буквально за последние несколько лет привлечено в район около 60 молодых специалистов. При необходимости мы можем даже молодых акушер-гинекологов привлечь. В Вознакаево рожать приезжают женщины из Сармановского и Муслюмовского районов. Исполком надеется, родильные удастся включить в программу капремонта. И тогда условия не будут уступать столичным. Аделя Закирова, Ира Хабибуллин, ТНВ, Вознакаево.